Таджикистан и Китай заключают новое соглашение об антитеррористических учениях. При пожаре на складе в Москве одним из погибших, по предварительным данным, таджикистанец. Зеленский озвучил количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала боевых действий. Расследование дела миллионера Алишера Усманова обострило дипотношения между Узбекистаном и Германией. Таджикистан совместно с Китаем намерен проводить антитеррористические учения не менее одного раза в 2 года. В тексте проекта соглашения между правительством Таджикистана и Китая, опубликованном на информационно-правовом портале Министерства юстиции, говорит, что цель учения – это укрепление и дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства. Еще одна цель – это повышение уровня слаженности органов управления специальными антитеррористическими формированиями, уровня взаимодействия специальных формирований, подготовки и тактических навыков спецформирований двух стран. От имени правительства Таджикистана соглашение с Китаем поручено подписать Министерство внутренних дел республики. Это же ведомство разрешено при необходимости вносить в текст документа изменения и дополнения. Стороны проводят в течение не менее одного раза в 2 года. Сторона-инициатор не позднее, чем за 6 месяцев до начала учения уведомляет другую сторону о предложении по проведению учений. Сроки, место, темы, порядок и другие вопросы проведения учений согласовываются сторонами, говорится в соглашении. Также отмечается, что для подготовки проведения учения создается временный орган управления учениями. В посольстве Таджикистана в России поступил запрос о том, что по предварительным данным среди 7 погибших при пожаре в Москве один таджикистанец. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Российской Федерации. Но это предварительные данные с российской стороны. Сейчас мы сотрудничаем с соответствующими органами для точного выяснения данной информации. Как только будет установлена личность погибшего, которого предполагает, что является гражданином Таджикистана, мы оповестим, сказали в ведомстве. Между тем, как сообщают РИА Новости, по предварительным данным, среди 7 погибших во время пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы оказался один гражданин Таджикистана. 6 других являются россиянами. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению личности погибших. Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье 20 ноября. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2500 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 18:20, а в 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение. Причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. За 270 дней военных действий российская армия запустила по Украине более 4700 ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам международной организации франкофонии. Он также упомянул один из последних массированных ударов 15 ноября, когда по Украине выпустили около 100 ракет. 100 разных ракет против наших городов, против жилых домов, против предприятий, против электростанций. Знаете, что такое ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключались и реакторы на 2 наших атомных станциях из-за ракетного поражения энергетики, рассказал Зеленский. В своем выступлении президент также напомнил о формуле мира, которую предлагают украинские власти для окончания боевых действий. Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны, напомнил он. Расследование в Германии в отношении российского бизнесмена узбекистанского происхождения Алишера Усманова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, обострило дипломатические отношения между Германией и Узбекистаном. Об этом сообщает Шпигель. По данным издания, между дипломатами двух стран была проведена серия кризисных переговоров, в том числе вызов посла Германии в Ташкенте Тило Клинера в МИД Узбекистана в конце сентября, пишет издание.
Посол Узбекистана в Берлине Набиджон Касымов обращался в МИД Германии с просьбой о встрече с Федеральным управлением уголовной полиции, но безуспешно, сообщает Шпигель. Ранее сообщалось об обысках, проведенных полицией Германии 21 сентября на 24 объектах, предположительно связанных с Алишером Усмановым. Через неделю немецкая полиция также обыскала яхту миллиардера на севере страны. Шпигель пишет, что предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 555 миллионов евро с 2014 по 2022 год. В начале ноября британская газета Financial Times сообщила, что Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова. Издание писало, что по заявлению узбекистанской стороны ограничения мешают предпринимателю инвестировать в экономику страны.